концерт. Вы знаете, академик Сахаров всегда говорил, что Россия возродится провинцией. Потому что я смотрю, что вы поете не только на русском языке, но самое главное, вы являетесь носителем традиционного коми-языка. Поэтому благодаря вам, благодаря тому, что вы сегодня говорите и поете на коми-языке, живет наше село, живет Сахалинский район. Всех с праздником! Республиканского совета. Уважаемые ветераны, уважаемая Галина Аркадьевна, мне было очень приятно присутствовать на вашем мероприятии. Я получила огромное удовольствие, очень много узнала о каждом человеке, сидящем в этом зале, о людях, которые работают в своих поселках, селах, деревнях. Спасибо вам большое. Так, это вам небольшой презент от Республиканского совета ветеранов. И разрешите мне вручить медаль почетные ветераны Республики Коми, людям, которые более 10 лет работают в ветеранском движении. Это Шучалина Мария Павловна. И подождите, постойте. Да. Почетный ветеран Республики Коми присваивается Прошутинской Жанетте Ивановне. Галину Аркадьевну бы надо тоже. Всем спасибо большое. Президиум Коми Республиканского совета ветеранов награждает почетной грамотой активиста ветеранского движения Сахалинского района Власову Лидию Александровну за многолетнюю Спасибо. Я несколько слов хочу сказать. Грамотой награждается член президиума Сахалинского районного совета ветеранов Карманова Ираида Геннадьевна. Постойте. Здоровья и благополучия. Ответственный секретарь Сахалинского районного совета ветеранов Сухалинка И еще мне хочется вручить почетную грамоту члену президиума Сахалинского районного совета ветеранов Максимову Владимиру Николаевичу. Всем спасибо большое. До встречи, здоровья и благополучия. Так, слово предоставляю Елене Валерьевне Дорониной, у нас руководителю администрации села Виктор. Вы, уважаемые ветераны, вы яркий пример для нас, для молодых и для подрастающего поколения. Ваша организация не на словах, а на деле отстаивает интересы ветеранов. Хочу сказать спасибо вам не только за вашу достойную жизнь, но и за сегодняшнюю активную жизненную позицию. Поздравляем вас с праздником, желаем всегда оставаться в строю, объясняя молодежи, что только трудом можно чего-то достичь и улучшить качество жизни в нашей стране. Только в труде можно стать настоящим человеком и настоящим гражданином. Благодарим вас еще раз за активность, за патриотическое воспитание подрастающего поколения, за тесное сотрудничество с представителями органов местного самоуправления. Здоровья вам, бодрости и силы духа. И разрешите благодарственными письмами поздравить, наградить
Лыткину Валентину Максимовну за многолетнюю допустимую. Администрация сельского поселения Выльгард награждает благодарственным письмом председателя Совета ветеранов Выльгардской средней общеобразовательной школы номер 2 Гарочкину Екатерину Ивановну. Также награждается председатель Совета ветеранов Выльгардской средней общеобразовательной школы номер 1 Остренину Галину Прокопьевну. Награждается председатель Совета ветеранов Центральная районная больница Ащеулову Ирину Ивановну. Это руководство у нас такое. Также награждается председатель Совета ветеранов Коми Республиканского агропромышленного техникума Жирютину Нину. Благодарю вас. Также награждается председатель Совета ветеранов птицефабрики Сыктывкарская Черная Александра Петровна. Также награждается председатель Совета ветеранов сельского поселения Выльгард Кузиванова Вера Александровна. Вера Александровна, можно вас обнять? Администрация сельского поселения Выльгард награждает благодарственным письмом председателя Совета ветеранов Сыктывдинского района Олину Галину Аркадьевну за благотворную работу. Я думаю, вы цветочки благодарственные письма от нас передадите. Всем спасибо. Так, кто еще? Александр Алексеевич. Да, хорошо. Да. Регламент соблюдаем. Ну, конечно. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, конечно, с вами большой праздник. Очень большой праздник, что и говорить. Но праздники только для того, чтобы какие-то итоги подвести и наметить планы на будущее. Если кратко, вот вчера в Светопаре был большой мероприятие в Муз-театре, 90% зал был заполнен. И выходили там 100 художественных самодеятельностей, когда 70-летние старушки вышли, ну зал просто аплодировал мастерству. Я к чему речь веду? Ветеранское движение везде очень сильно действует. Недавно я ездил в Диасер, это Усть-Куломск, 300 километров отсюда. Там председатель Совета ветеранов Нина Егоровна. Вот она в магазине, у кого кто, когда женились, поздравляют. Это, да, юбилей и тому подобное. Вот я как раз там был, в это время мы ходили, поздравляли. Старушенцы, человек 20, наверное, 15, каждый день по 6 километров на лыжах, на палках. Вечером занимается. Я не буду дальше продолжать, я просто говорю как пример того, что действительно ветераны у нас, ну, люди активные. Но и немножко о Сыктывдине хочется сказать. Я, поскольку давно здесь живу и тому подобное, конечно, очень молодцы, конечно, вот я помню Николая Егоровича Ватаманова, я здесь ходил, вот я помню, редакция работы, приходил к нам, с ветераном организовал встречи, сейчас такие встречи не организуются. Но и другое обидное. Ну, в ноябре проводили спортсмены, ветераны там стреляли, пропускали. Костя, говорит, давай проведем лыжный пробег, это Вильгар Шорская, всего-то 14 километров. Да, сказал, да. И это 10 февраля 2014 года родился генерал-лейтенант Дубровский, кавалер 4 орденов славы. Кстати, в нашем районе 17 человек имеют ордена Ленина. Не ордена славы, а ордена Ленина, перепутал. Костя так и ходил к директору стадиона, сказал, дам буран пройти, дам автобус. Костя сказал, давай на будущий год. Я к всему лезть веду. Понимаете, военно-патриотическое воспитание. Еще раз скажу, еще в прошлом году, 2 года тому назад, вот Николай Степанович Власов, вот когда-то лыжню построил, каждый пенек он сам Быкарцов был. Давайте, говорю, под этот стадион присвоим имени его. Да, сказал Женя, да, еще да. Теперь Мы писали ходатайство.
Я Обязательно. сейчас скажу, да и мы Пускай писали, я ветеранам. министр ходил, тому подобное, на какие-то темы, к чему я хочу вернуться, Шкодник мне сказал, для того, чтобы ему присвоить стадион, указ постановления, если не приняли, он должен умереть. Вот когда же Николай Степанович умрет, присвоит. Так это я говорю, это, товарищ, это все недельный знак, который нельзя менять. Нельзя менять, понимаете? Давайте вот сегодня опять ветераны дружно скажем, обратимся к главе района, действительно, пусть устав там поменяет одну строчку, и Николай Степанович присвоим звание, ну, стадион имени его. При жизни. И еще пару слов скажу. 70 лет прошло, мы забыли, что у нас не один Герой Советского Союза, два. Бусин. Наконец-то мы установили мемориальную доску. Правда, 1 сентября прошлого года установили, 15 сентября мне пришло письмо, что вот мы вам разрешаем. Не смешно и грустно. 26 лет была главным врачом. 26 лет. Заслуженный врач Российской Республики. Давайте мы установим мемориальную доску на больнице. Мне присылает это Давингер письмо. Что для этого надо? Я чуть посмеялся. Я ходил к министру. Вот я не знал, что это здание принадлежит не администрации села, а министру, ну, министерству. Министру, господи, он мне деньги давал 10 лет. В прошлом году, в 16 году, исполнилось 100 лет, как состоялся первый выпуск вот этой школы. Его закончил Владимир Никонович Столовский. Деньги давно лежат на мемориальную доску, мне один предприниматель дал. И вот все это бумага крутится. Я еще раз хочу сказать, Родину любит не за то, что она большая, Родину любит за то, что она своя. 2 дня стоял вот здесь в Вигоце, собирал подписи, чтобы где поезд вот перешли, присвоить эту улицу имени Егора Колева, Героя Советского Труда. Он спорил, там получил. Улица Мира. Улица Северный. Вот так же легко звуки, друзья. У нас мы в прошлом году установили 3 мемориальных доски народному писателю Юскову, народному мастеру Ермолину и Герою Социалистического Труда Анне Васильевне Пятковой. Часовые. На часов книгу издали. Ну, вначале маленький тираж был, потом 40 штук, и все. Магазин стали продавать, вместо 70 люди покупать, еще будет. Ну ладно, опять пропускаю. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, ветеранское движение, вот, может, неудобно говорить, вот здесь, на птицефабрике, где магазин стоит, это ворота, большой мир всей России, на стадион приезжает. И там небольшой кусочек земли есть. Я говорю, давайте там сквер сделаем, посвященный 30-летию ветеранской организации. Ходил, проект принес лично Лажанева. Лажанев сказал, да, все, передам. Доронин мне пишет, это нам не принадлежит, Доронин. И Доронин мне пишет письмо, удивительное письмо. Да, сквер это хорошее дело, воспитание молодежи и тому подобное. Но у нас в бюджете денег нет, вы создать ТСЖ. Да не надо ТСЖ, я вам деньги даю, бесплатно деньги даю. Я ходил к министру сельскохозяйства, выделим деньги, черные выделим деньги. Вот там бы, вот кто-нибудь шоколадный был у вас, из вас? Вот шоколад, я не знаю, каким путем, это Доронин, который есть, да? Ну, это краевед. Ну, там сделал для вот увековечил этого Султонова, Мишу, который под танк кинулся в Сталинграде, и всех этих своих. Я спрашиваю, как это сделать, да? Я все равно говорю, это как наш Торопоглус, проект сделать и тому подобное. Но почему это сквер, там небольшой сквер, вот размер вот этого здания, почему не сделать эту красоту? Мы там установили... Сквер в следующее лето, Слутка Журавлева, отвечаю. Где будет? После этого памятника мы Ну, я не опять говорю, я про Бельград говорю. я говорю про Шилада. Да там чудо, я же был, я же был, недавно был. И, друзья, неужели это трудно? Как его, Ватаманов дает деньги на это дело. Все, потом ускорит и тому подобное. Вот мы бы там установили мемориал, ну, типа памятника первому этому, нашему Власову, потом первому, второму директору Поздееву, тоже деньги есть на это. Да говорят, первые проходцы тоже готовы вложиться. Ну что стоит, товарищи, ни от кого деньги не просим, деньги-то наши. Я заканчиваю, а то скажете, что говорю. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, еще раз я вас поздравляю с этим прекрасным днем. И, я вас всех поздравляю, что вы такие активные, что такие вот, ну если раньше были пионеры, комсомольцы, сейчас пионеров нет, комсомольцев нет, вот сейчас на днях мы пенсионерка Карманова, пенсионерка Биткалова и пенсионер Сугоров сейчас работают над книгой, 22 числа издадим о коммунистах. Мы хотим 2 книги издать, но сейчас одну издадим, вторую книгу, это 7 ноября, столетие СССР издадим. Уже 170 страниц сверстно готово. В музеях работают и тому подобное.
я к чему весь буду. Подключайтесь, а через год будет 100 лет Ленинского комсомола. Зигберт, Альгай. Друзья, дорогие наши ветераны, как там сказали, мы не пенсионеры, мы пионеры. Уважаемая Галина Аркадьевна, я вас сегодня поздравляю с этим праздником, с 30-летием. Присоединяюсь ко всем теплым словам, которые были сегодня сказаны. Хочу вручить это благодарственное письмо от Сокольнического местного отделения партии «Единая Россия» Галине Аркадьевне за вашу активность в вашем лице, всем вашим ветеранам, вашим бойцам, которые у нас на самом деле всегда первые в строю. Большое вам спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Как хозяин этого здания, действительно у нас сложилось уже такое сотрудничество плодотворное между Советом ветеранов, музеем и Комивойтер, потому что меня спрашивают, где твои активисты Комивойтер? Это все активисты Совета ветеранов. Где ваш общественный совет? Да, где ваш общественный совет? Это все активисты Совета ветеранов. Где там еще координационный совет общественных? А где ваши 9 портфелей? Это все? Все бесплатные портфели у Совета ветеранов. Заручдайте, Галина Аркадьевна, и неоджитпозим для офиса Совета ветеранов, там чай, кофе. Так, я хочу еще вот что сказать. Конечно, большую помощь нам всегда оказывает депутат Государственного совета Чураков Степан Викторович. Вот. Так он тоже нам помог в приобретении конфет. Сколько-то он купил, сколько-то мы. И вообще мы сейчас совершенно забыли про эти конфеты. Вот. Каждая из вас сейчас получит коробку конфет. Он привез 22 коробки конфет, а для Совета ветеранов, для офиса Да, чайник. Лариса Ильичевна, вы тоже чайник? Так что видите, какие мы богатые стали. Целых 2 чайника в Совете ветеранов. Сломался прежний чайник.